сейчас объясню название и расскажу, как бы я хотела построить свое перед вами выступление. Из-за того, что на всех на нас обрушилась пандемия коронавируса, все сроки в театральной жизни России, ну и не только России, во всем мире, они деформировались, да, и изменились. И итоги национальной театральной премии «Золотая маска», вместо того, чтобы заявить о них весной минувшей, все это случилось только сравнительно недавно, в последних числах ноября. И если отталкиваться от решения жюри и экспертного совета этой премии, то можно сказать, что в современном российском танце на сегодня по итогам прошлого театрального сезона лидируют женщины. И, наверное, немаловажно и необходимо вспомнить тот факт, что вообще современный танец как направление в искусстве появилось благодаря женщинам. Я коротко напомню, это случилось на рубеже 19-20 веков, когда американские артистки, совершенно разные, отдельные индивидуальности, Рутсет Дени, Лой Фуллер и Айседора Дункан и канадка Мот Аллен начали свои выступления делать в противовес школе классического балета и развлекательному эстрадному танцу. Каждая из них проложила свою дорогу, и если говорить о России, то, конечно же, мы во многом обязаны творчеству Айседоры Дункан, которая начинала свою карьеру в труппе Лой Фуллер, и в России она появилась зимой 1904 года, осталась на зиму 1905 года. Что она показывала, какое искусство демонстрировала, производила необыкновенное впечатление. Люди по-разному на нее реагировали. Кто-то говорил, что это кошмар, она не умеет танцевать, она просто ходит, один жест в 5 каких-то вариантах демонстрирует. А кто-то, наоборот, говорил, что она революционерка в хореографии, потому что стала танцевать под музыку классических композиторов, серьезных, нередко привносила в свои выступления, добавляла в свои выступления небольшие лекции, цитировала серьезных достаточно философов, Ницше, Шопенгауэра, читала стихи. Но самое главное, она раскрепостила тело артиста, тело женщины. Она отказалась от корсета, и по тем временам это было очень революционное решение. Отказалась от обуви специальной, которая корректирует стопы танцовщиков. Она танцевала в сандалиях, либо босиком, благодаря чему ее и ее последовательниц называли босоножками до сих пор. И после того, как она появилась в России и стала давать концерты такие необыкновенные, стали множиться студии пластики, студии свободного танца. Как только они ни назывались, их было великое множество и в Москве, и в Петербурге, и постепенно во всех других городах. И так получилось, что хореографическое искусство и искусство вообще получило новое направление. Помимо классического балета, всем давно известного, к тому времени уже развивался танец свободный, танец, не похожий на такие жесткие каноны классической школы. И все это бурление, развитие, экспериментаторство, оно продолжалось примерно где-то до 24 года. А в 24 году стали постепенно закрываться все студии свободного танца, поскольку начали приходить комиссии молодых коммунистов, которые вдруг обнаружили плохую гигиену в этих кружках и студиях. Они пришли к выводу, что атмосфера, которая царит в этих организациях,
плохо влияет на пролетарских детей, пролетарскую молодежь, и все это искусство носит халтурный, коммерческий характер, и все это необходимо запретить. И все это запретили, и только до 1949 года удалось просуществовать не закрытой, единственной в России на тот момент школе Айседора Дункан, которая пропагандировала не классический танец, а танец свободный, близкий к природе, основанный на доверии к чувству человека, который танцует, слышит себя, слушает свое тело и доверяет прежде всего своим ощущениям и ощущениям своего тела. В принципе, об Айседоре можно говорить долго, и это отдельная лекция, но мне кажется примечательным, что лучшим спектаклем сезона, который уже прошел, жюри «Золотой маски» национальной театральной премии России признала спектакль, который называется «Лилит». Лилит, как мы знаем, это первая женщина на земле, это первая жена Адама, которую изгнали из рая, потому что она отказывалась подчиняться, была непослушная, своевольная, ратовала за равноправие, и Бог тогда даровал Адаму послушную, такую тихую Еву, и все мы знаем, к чему это привело. Но создательница спектакля «Лилит» — это 3 замечательные женщины. Это хореограф Анна Щеклейна, танцовщица Полина Глухих и танцовщица в прошлом, танцовщица в настоящем, замечательный репетитор современного танца Мария Тихонова. Они пришли к выводу, что Лилит как архетип, как набор каких-то таких качеств, особого стиля мышления существует и сохранилось до сих пор, имеется в каждой женщине. То есть у кого-то это просто теневая сторона. Но если подумать, поскрестить, то в любой женщине можно найти лилит, и любая женщина при желании может отыскать себе и найти эту лилит. И я бы хотела, чтобы мы сейчас посмотрели отрывок из этого моноспектакля, который исполняет Полина Глухих. Только отрывок, снимать его нельзя, я помню. Сейчас я напомню, что он начинается, называется «Лилит», файл, и с 10-й минуты. Все это сочинялось в городе Киров. Полина Глухих, здесь ей 17 лет.
Анна Арщеклеина, вот Мария Тихонова и Полина Глухих, работая над этой постановкой, над этим спектаклем в своем «Лилит», они как бы показывали то, что помнят тело какой-то такой мифической женщины в их представлении, как они это чувствуют, как они это понимают. И это вот кульминационный такой момент этого спектакля, когда Полина имитирует, как тело человека реагирует на удар хлыста, на боль, на то, когда она очень уязвима и абсолютно беззащитна. И удивительным образом вот эта тема удара как движения, как жеста, она срифмовалась с темой перформанса «Ударница», который сочинили московская танцовщица Татьяна Чижикова и драматург из Германии, наша бывшая соотечественница Анна Семенова-Ганс. Девушки Аня и Татьяна, они получили специальный приз жюри «Золотая маска» за вот эту свою ударницу, за эту работу, в которой им было интересно исследовать, как тело человека реагирует на удар, что такое энергия удара, который хочется сдержать и удается сдержать, а иногда и не удается. И они в большом количестве, тогда на тот момент, в то время это было актуально, изучали документальные съемки задержания несогласных на митингах в Москве, когда вот этот вот жест удара во всей красе демонстрировала российская полиция. А жест уязвимости, опыт пребывания в теле беззащитном демонстрировали люди, которые пришли выразить свое несогласие. То есть это была работа с документальной хроникой, работа с хроникой новостной, с текстами, были интервью, то есть много что вошло в эту работу, в которой вот вылилось этот перформанс «Ударница». И надо сказать, что сотрудничество исполнителя современного танца с драматургом – это одно из таких веяний нашего времени нового, которое пришло с Запада. В российском танце, правда, еще мало кто это делает, но такие опыты есть, и их результаты очень любопытны. Танцевальным драматургом может быть человек любой профессии, не обязательно драматург. Чаще всего это специалист какой-то узкой области. И для чего это нужно ему, и для чего это нужно артисту из сферы современного танца? Как правило, ими обоими движет желание выйти за границы своего опыта, то есть поделиться своим опытом, своим набором знаний, совместно исследовать какую-то тему и в результате сделать продукт, который будет интересным опытом и для них, и для зрителей, когда они его увидят. В перформансе «Ударница» есть фрагмент из балета «Дон Кихот», есть движение артиста в тишине, есть отсылка к эстраде 60-х годов, к песенке в исполнении Эдиты Пьехи. Все это объединилось в историю о том, как человеческое тело реагирует на удар, как сам человек может реагировать на этот немилосердный жест. Давайте мы посмотрим этот отрывок. Татьяна Чижикова, она по первому своему образованию артистка балета, затем закончила Московскую академию хореографии как хореограф, и затем училась в ГИТИСе в мастерской Аллы Сигаловой, тоже как хореограф. Ударница с 30-й минуты, если можно. Татьяна Чижикова.
мелочи можно сделать?
то, что сделала Татьяна Чижикова. Ну, нужно сказать, что это запись только одного, да, из показов. В Туле был показ, и каждый из вот ее вот этих показов этой ударницы, он отличается, но неизменным остается впечатление, которое она производит, какой-то очень, очень сильной и одновременно хрупкой женщины, которая умеет терпеть и в то же время может быть нетерпимой. И в своей непредсказуемости она очень интересна. И, на мой взгляд, Татьяна Чижикова одна из, ну, на сегодняшний день, вот, не только по итогам сезона, а вообще одна из самых интересных артисток, ну, вот, в области современного танца. Пандемия помешала ее опытом в Перми, но, мне кажется, нужно следить просто за этим именем, и наверняка что-то еще очень любопытное она создаст и покажет. Если говорить, ну, продолжать тему, то нельзя, на мой взгляд, не рассказать, не упомянуть Анну Озерскую. Это хореограф, которая изначально была петербургской танцовщицей, танцевала и работала в коллективе Common Dance, потом она эмигрировала в Израиль и сейчас работает и живет в Швеции. Она работала сначала в Мальме, сейчас работает в оперном театре Гетеборга, ставит танцы для спектаклей и не только для этого театра. И конкурентом и Татьяны Чижиковой, и Полины Глухих, их спектаклем «Лилит» и «Ударница» была работа Анны Озерской, которую она сделала с женским коллективом современного танца. Он называется «Воздух», из Краснодара. Они сделали спектакль, который назвали «Камни со дна реки». И, в принципе, здесь тоже было исследование, не просто сочинение каких-то хореографических трюков, новых движений, иллюстрирование музыки. Прежде всего, им было важно осмыслить образ камня, да, какие метафоры рождает, что связано с камнем. Ну, то есть здесь вместо сердца там камешек, да, в груди, что еще, все возможные крылатые фразы, они пытались перевести на язык своего, на язык пластики и рассказать свое понимание, что такое камень в их жизни, вообще в нашей культуре, ну, своими телами. Коллектив «Воздух» из-за пандемии ходят слухи, что он, ну, уже не соберется вновь, но кто знает. Но одно из последних их выступлений было как раз вот со спектаклем «Камни со дна реки». Там участвуют танцовщицы, и в качестве реквизита 300 килограммов камней действительно со дна реки. И эти камни, они, ну, они как украшение портера танцевального, они как имитация пуль, которые стреляют в голову одной из артисток. Они как ударные инструменты используются в этой работе. И нужно отметить, что вот этот вот коллектив, он необычайно одарен. Это очень хорошие, воспитанные, такие послушные тела молодых красивых женщин. Но, как и всякий хороший современный танец, легко вообразить, что этот спектакль могут исполнять не обязательно женщины. Все эти партии, они гендерно-нейтральны, и их при желании и при способностях могут исполнять мужчины с хорошими телами. Давайте посмотрим фрагмент спектакля «Камни со дна реки» с 42-й минуты. Если я не ошибаюсь, это такой иронический фрагмент идет на музыку Шопена.
Можно отвечать? Театральный критик, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова на одной из своих лекций объясняла, как, по ее мнению, чем и как отличается современная драматургия от классической. И она приводила такой пример. Она говорила, что классические пьесы, о чем они, какой там сюжет, без труда можно пересказать ребенку 5 лет, и он тебя поймет, и тебе не будет трудно. А что касается образцов современной драматургии, то будет очень трудно найти слова и понятно объяснить, что происходит в этих пьесах, опять-таки, ребенку 5 лет. В качестве примера можно первое, что нам приходит, вот так, однажды летним днем в Фассе, да? Как рассказать, про что это в 3 словах или там, в 5 предложениях? Это не Шекспир, не какая-то классика. И что касается современного танца, то, мне кажется, есть такие образцы в этом виде искусства, которые тоже совершенно невозможно пересказать детям, это будет очень трудно сделать. Но надо отметить, что современный танец, он как бы сейчас развивается на по 2 таким колеям, на 2 полюсах. Есть творцы, которые любят иллюстрировать какие-то тексты, какие-то истории. Им важно работать с очень хорошим, послушным телом танцовщика. Им в первую очередь важна красота жеста и какая-то необыкновенная, необычная связка, какой-то трюк пластический. И есть творцы в современном танце, такие мыслители, для которых прежде всего интересно передать языком тела, через тело человека какую-то идею. И речь о красоте, о какой-то внятной линейной истории, каком-то таком доступном нарративе уже не идет. И именно вот на 2 полюсе как раз работают сегодня танцовщицы и танцовщики, которым нравится экспериментировать в компании, в тандеме с драматургами, с танцевальными драматургами. В Казани тоже есть такие опыты, и я знаю только один, когда в качестве драматурга, но совершенно неосознанно и не называя себя танцдраматургом, пробует себя замечательная татарская поэтесса Елдос Минуллина. То, что она сделала на площадке творческой лаборатории «Угол» с группой танцовщиков, спектакль, где они прорабатывали, сначала переводили на русский язык стихотворение татарского поэта, забыла фамилию, Мадариса Аглямова. И Елдос именно показала себя как очень талантливый, очень такой интересный танцевальный драматург. И сейчас она сотрудничает с хореографом Марселем Нуриевым и с артисткой, с танцовщицей Айсулу Мирхафизхан. И первый их опыт сотрудничества – это спектакль «Хава», который, по-моему, был показан всего 1 раз, его мало кто видел, но говорят, это что-то необыкновенное, где артистка там даже глотает микрофон. Я не видела. Очень интересно. Хава – это воздух. Посмотреть. Хава – воздух и Ева на татарском языке, да. И не могу не отметить, как мне кажется, совершенно недооцененный перформанс 3 девушек, москвичек. Перформанс называется «Сад». Давайте мы сначала посмотрим. Там он так и называется, от начала до конца это небольшой их трейлер. Перформанс, и танцевальная критика Анна Казонина относит этот перформанс к направлению пост-танец. То есть не просто, то есть современный танец в жанре пост-танца.
девушки, обозначены аббревиатурой их фамилии, это Даша Юрийчук, Аня Жукова и Екатерина Волкова. Этот перформанс сад, он, в принципе, построен на таких однообразных и однозначно расшифровываемых движениях бедрами. И в этой работе они как бы объективируют себя как женщины, в то же время приравнивают себя к тем предметам, которые находятся вместе с ними во время этого перформанса на танцевальном полу. Это катки с живыми зелеными растениями. Они вот этим движением предполагаемого соития с этим пространством очищают его и дарят этому пространству какую-то свою живительную энергию. И этот перформанс, это их работа, этот их посттанец, одновременно и феминистский, и постгуманистический, он, как мне кажется, отсылает нас к работе Юрия Альшица, известного театрального педагога, к его воспоминаниям о том, как артисты драматических театров работают с пространством, как они готовят его для своих выступлений. Там смысл в том, что у любого пространства есть смысл или нет смысла. Если в каком-то пространстве тебе хорошо, то есть смысл там находиться. А если по каким-то непонятным поначалу причинам тебе некомфортно, что-то давит, что-то кажется неприятным, то нет никакого смысла находиться в этом пространстве. И наверняка у каждого из нас, не обязательно у артистов, не только у артистов, есть такой чувственный опыт, да, вот чувственное пространство, не говоря уже о чувствовании людей. И Альшиц описывал свою историю, которую ему рассказали мексиканские артисты. Они рассказывали ему о способе, каким они готовят неизвестную сцену, когда гастролируют какую-то очередную площадку, к своему выступлению, чтобы сцена их приняла. И по словам мексиканских артистов, этот способ практиковали еще ацтеки, когда кто-то заболевал их в племени, здоровые такие добродушные мужчины шли в этот дом, становились по углам и как бы занимались любовью с углами этого дома, отдавали свою энергию сексуальную, здоровую, мужскую этому пространству, и происходило, по их словам, какое-то необъяснимое чудо. Человек, которому было очень плохо в этом доме, после этого ритуала начинал чувствовать себя хорошо и выздоравливал. Тем же самым, естественно, без зрителей занимаются мексиканские артисты, по словам Альшица, перед своим выступлением на новой площадке. И достаточно 40 минут вот этой практики, этого ритуала, и сцена становится как печка. То есть она уже принимает, она становится очень удобной для выступления, и зритель совсем иначе воспринимает то, что на этой сцене происходит. Если продолжить вот эту тему и уже идти к финалу «Женщины в современном российском танце», нельзя не назвать двух поистине, как мне кажется, королев нашего современного российского танца. Извините, я сама себя перебью. Важно отметить, то, что история современного танца в России, она не линейная. После того, как в 1924 году все здесь позакрывали, у нас остался один классический балет и ансамбль Моисеева и ему подобные коллективы. И только когда случилась перестройка, а на Западе все это продолжалось. Все артисты, которые занимались современным танцем, танцевальные художники, они работали в этом направлении, им никто не мешал. А в России
ничего этого не было, и мало кто знал, что происходит в это время на Западе. И все, мы начали как бы возвращаться к истокам только когда случилась перестройка, когда к власти пришел Горбачев. И именно тогда заявили о себе и начали выступать со своими первыми опытами женщины, танцовщицы и хореографы. Это в Екатеринбурге Татьяна Баганова, очень известная сейчас, которая доросла до постановок на главной сцене музыкальной России, до сцены Большого театра России. И совершенно замечательная, очень умная, всегда интересная, абсолютно не стареющая женщина-хореограф из Челябинска Ольга Пона. И не случайно, как мне кажется, все самое интересное начинало происходить, ну и до сих пор случается, если так посмотреть, не в столицах, а в городах региональных, провинциальных. И мне кажется, здесь прослеживается идея о том, что все самое живое, ну как рождение чего-то нового, оно всегда провинциально, как провинциальное Рождество, да? Ну, немножечко в Вифлееме. А смерть, она всегда столичная, немножечко в Иерусалиме. Вот. Но это как бы другая тема. И мне бы очень хотелось, чтобы мы сейчас посмотрели, ну, наверное, в финале, да, вот всей этой нашей беседы, трейлер, как мне кажется, неплохо замеченного, не раскрученного в должной степени спектакля, который в Челябинске в своем театре современного танца сочинила в соавторстве со своими артистами Ольга Пона. Он называется «Картон», где она выступила и как автор хореографии, и как автор музыки, и как автор идеи совершенно замечательной сценографии. Давайте сначала посмотрим и потом завершим нашу лекцию. «Картон» от начала до конца.
современного танца каждый из зрителей может расшифровывать то, что он видит, ну, как он видит, что он чувствует, то и правда. Потому что правильные расшифровки, правильные трактовки тех или иных произведений в этом жанре не существует и существовать не может. Но, на мой взгляд, картон про то, что, ну, конечно же, вот эта всем известная мысль про то, что каждый человек бесконечно одинок, но еще и о том, что никто так не интересен человеку, как он сам самому себе. Любой другой может быть приятен, и только потом интересен. Все-таки, ну, именно здесь срабатывает вот это вот максимум Бродского про то, что эстетика старше этики. И, в принципе, на этом свете не так много занятий для совместного времяпрепровождения с человеком, который тебе приятен. Еда, секс, танец. Можно как-то и по-другому трактовать вот тот опыт картона, который был сделан в Челябинске 2 сезона уже назад, 2,5. Антропологи, когда изучают танец, не только историки танца, а вот люди других профессий и научных интересов изучают танец и танцующих людей, и антропологи, они всегда задают вопрос, что человек делает, когда он танцует. То есть вот он танцует, но что он делает при этом? И если смотреть на артистов классического балета, то что они делают, когда они танцуют? Да, можно там перечислять. Они переживают боль, они потеют, они шумно дышат, они пытаются понравиться, они зарабатывают деньги, ну то есть все что угодно. Люди на танцплощадке, что они делают, когда танцуют? Они знакомятся, они флиртуют, они выпендриваются. Ну то есть все зависит от того, кто смотрит и у кого какой есть опыт, который откликается в них изнутри, когда они видят танцующих людей. Когда мы смотрим на опыты современного танца, мне кажется, ответы на этот вопрос, что люди делают, когда танцуют, ответы могут быть просто бесконечными, самыми интересными. И, наверное, один из ответов будет уникальным или наоборот, или даже лучше сказать не уникальным, а редким. Он не придет в голову, когда ты смотришь классический балет. Когда люди, танцхудожники исполняют современный танец, они думают. Это вот сразу чувствуется, и с этим очень трудно спорить. По крайней мере, когда ты видишь лучшие образцы современного танца, видишь на сцене людей, которым интересно заниматься им, ну и существовать в этом танцевальном мире. Наверное, у меня все. Большое спасибо. Спасибо.